Еще до нашей эры Гиппократ завещал нам: болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому сегодня я бы хотел поговорить на такую важную тему, как профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний. Во всем мире наблюдается тенденция к росту онкологических заболеваний, и, что печально, рак молодеет. Наша Башкирия, в том числе Илижский район, тому не исключение. Говоря о раке, выделяют 4 стадии рака. И, к сожалению, пациенты зачастую обращаются в медицинскую организацию, будучи в 3-й или 4-й стадии, когда только-только начинают проявляться болезненные симптомы. Жизнь пациента напрямую зависит от стадии выявленного рака. На этой таблице видно, как пациенты с 1-й и 2-й стадии с очень высокой вероятностью проживают 5 лет и более. Более того, если они получили своевременное лечение, то продолжительность их жизни ничем не отличается от здоровых людей. Они живут до самой старости. А уже не все лица с 3-й и 4-й стадии проходят свой 5-летний рубеж. Большинство пациентов с 4-й стадии не доживает и 1 года. На ранних стадиях человек живет, не зная, что у него есть онкопатология. Ранняя диагностика рака – это совместная работа пациента и доктора. Что нужно от пациента? Это своевременное обращение за медицинской помощью при наличии жалоб, подозрительных в отношении онкологии. Тревожными сигналами являются необъяснимая потеря веса, бледность кожных покровов, незаживающие раны на губах, кожи, язвочки, изменение размеров, формы, окраски родимого пятна, наличие уплотнений в молочных железах, изменение их формы, появление втяжения на коже железы, изменения со стороны соска, нарушение прохождения пищи по пищеводу, увеличение лимфатических узлов, длительный кашель, прожилки крови в мокроте, кровянистые выделения из половых путей, неприятный запах в стуле, появление непонятного уплотнения в животе. Одним из эффективных методов ранней диагностики рака является скрининг. Скрининг – это комплекс инструментально-лабораторных методов исследования, которые проводятся в рамках диспансеризации. Посмотрите, вы видите, что напротив каждой нозологии есть свое обследование. Практически все они включены в диспансеризацию и совершенно бесплатно для вас. Например, для ранней диагностики рака шейки матки существует метод исследования мазок из шейки матки на атипичные клетки. Если женщина будет вовремя посещать смотровой кабинет, есть шанс вовремя вылечить предраковые заболевания или обнаружить рак на ранних стадиях заболеваний с благоприятным прогнозом. Для ранней диагностики рака молочной железы это в первую очередь самообследование, и для лиц старше 40 лет маммография 1 раз в 2 года. Для ранней диагностики колоректального рака лицам старше 40 лет это сдача анализа кала на скрытую кровь и прохождение фиброколоноскопии. Для ранней диагностики мужчинам старше 45 лет требуется сдача крови на уровень простат-специфического антигена, который является маркером проблемы с предстательной железой. На сегодня на учете у нас состоят 700 онкобольных, половина из которых лица трудоспособного возраста. Только в этом 2021 году выявлено 100 новых случаев онкозаболеваний, из которых более половины – это запущенные, то есть 3-й и 4-й стадии, среди которых есть как молодые, так и взрослые. В основном в запущенных стадиях выявляется рак желудка, легких, предстательной и поджелудочной железы. Вы должны знать, рак – это не приговор. Сегодняшняя медицина располагает всеми современными технологиями, позволяющими выявить новообразование на ранних стадиях и назначить своевременное и эффективное лечение, и тем самым продлить и улучшить качество жизни. Дорогие зрители, приходите на бесплатную диспансеризацию и не упустите свое время.